Это «Актуальное интервью». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. 15 октября в Якутии отмечается День матери и в этот же день День отца в России. С 13 октября по всей республике начинается месячник к этим замечательным и знаменательным датам. Сегодня мы поговорим о роли отца и матери, о мерах поддержки и планах на будущее. Гостью на студии сегодня Елена Теплякова, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Елена Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, в первую очередь, давайте поговорим о материнстве. Вот какие на сегодняшний день в республике существуют меры поддержки материнства и детства? Да, действительно, в будущее воскресенье, это 16 октября, отмечается у нас День матери в Республике Саха-Якутия. Этот праздник был установлен еще в далеком 1993 году нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым. Уже в 2021 году указом президента страны был учрежден День отца. И примечательно, что эти праздники празднуются в один день, в третье воскресенье октября. И у семьи есть повод в уютной домашней обстановке, значит, отпраздновать это радостное двойное событие. Сегодня становится самым главным в работе нашей работы – это сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. Мы гордимся жизненными устоями, которые присущи именно нам, якутянам. У нас есть замечательные традиции многодетности. Вот на форуме сообщества в августе было отмечено, что самое большое количество многодетных семей именно в Республике Саха-Якутия – это 22% на территории всего Дальнего Востока. Конечно, у нас есть дань уважения старшему поколению, заботиться о нем. Также, конечно, большое внимание у нас уделяется детям. Дети воспитываются в семье, именно многодетной семье, с любовью, конечно, к своей родине, к своей семье. Сегодня мы лидируем на Дальнем Востоке по рождаемости и по естественному приросту. У нас первое место по Дальнему Востоку и 7-е место по Российской Федерации. Мы продолжаем занимать эти лидирующие позиции уже в течение многих лет. Прошлый год юбилейный для республики, со дня образования, значит, автономной республики, был объявлен главой республики Александром Сергеевичем Николаевым годом матери. И именно в этот год был принят ряд дополнительных мер поддержки именно семей с детьми, многодетных семей. В частности, были предусмотрены льготы для посещения государственных учреждений культуры и спорта, для многодетных семей со скидкой 50%, для семей, которые имеют 5 и более детей, вообще бесплатно. Введены дополнительные меры поддержки. Это сертификат на социальную выплату семьям с 5 и более детьми. Более 93 тысячи у нас получили обследование в медицинских организациях. 7,5 тысяч женщин получили переобучение. Более 1 тысячи женщин также прошли обучение и открыли свое собственное дело. Елена Юрьевна, ну вот насколько я понимаю, вот те меры поддержки, которые вы перечислили, именно они и помогли нам в этом году уже достичь важного демографического показателя миллионного жителя республики. В этом году, в июне, если я не ошибаюсь, у нас родилась миллионная девочка. Будут ли вот подобные меры поддержки продолжены? Да, я еще хочу отметить самую важную меру поддержки, которая была учреждена в 2022 году в Год матери, это целевой капитал «Дети столетия». И по решению главы он был продлен еще на 5 лет, что получил очень большой отклик среди якутян. Также была предусмотрена денежная выплата 200 тысяч взамен земельного участка, если семья не планирует освоение этого участка. И действительно мы достигли миллиона жителя в 2022 году, в текущем 23. году, то есть да, 23 июня я хотела сказать. Вот. И благодаря вот этим всем мерам поддержки, которые приняты как на федеральном уровне, как и на региональном уровне, действительно нам удалось достичь вот эту нашу мечту, которая у нас была, да, миллионного жителя в республике. Тем не менее, есть, конечно, семьи, которые нуждаются в материальной поддержке. И по линии, значит, социального фонда предоставляется единое пособие. Это те семьи, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. По информации, значит, социального фонда, на 5 октября уже 100 тысяч с лишним детей получают данный вид пособия. Но это достаточно большая поддержка семьям с детьми, потому что пособие достигает уровня размера прожиточного минимума.
Но есть такие семьи, которые нуждаются в еще больше поддержки, когда семья не выходит из, значит, по доходам ниже прожиточного минимума. У нас есть система социальных контрактов, различные виды пакетов социальных контрактов, и семья может обратиться за помощью по месту жительства и получить такой социальный контракт, который поможет семье выйти из той трудной жизненной ситуации, в которой она находится. Елена Юрьевна, целевой капитал «Дети столетия» продлен еще на 5 лет. Вот давайте еще раз напомним, на что можно направить средства целевого капитала. Вот 3 основных направления. Ну, Я понимаю, что их множество, но вот Да, давайте. их, конечно, много. Прежде всего, конечно, на улучшение жилищных условий, на приобретение автотранспорта, на санаторно-курортное лечение всех членов семьи. Ну, конечно, на обучение, на медицинское обследование и так далее. Ну, я могу сказать, что еще меры поддержки совершенствуются. По поручению главы Республики Арсения Сергеевича Николаева подготовлено 2 законопроекта. Это касается увеличения размера республиканского материнского капитала в 2 раза. Это 300 тысяч рублей. Он будет реализован при рождении детей с января 2024 года. И второй законопроект касается поддержки молодых семей, которые впервые вступают в брак, возраст до 25 лет включительно. Такая молодая семья может получить единовременную выплату 50 тысяч рублей. Елена Юрьевна, на ваш взгляд, как специалиста, поменялось ли отношение к материнству, к многодетным семьям? Вот, стало ли это престижно? Потому что, вот, допустим, в 90-е годы у нас был сильный демографический спад, буквально, демографическая яма. Сегодня как обстоит? Да, но, к сожалению, вот эта яма как раз-таки отражается на рождении детей, которые сейчас рождаются этими детьми, которые в 90-х родились, в том меньшем количестве, в котором как бы было, скажем так, более стабильно в ранние годы. Ну, достаточно большая система популяризации семейных, традиционных ценностей. У нас проводятся различные конкурсы. «Семья года», в частности, основной конкурс, который направлен на популяризацию семейных ценностей, на отношение к семье. Есть, конечно, различные государственные награды, которые вручаются многодетным мамам, матерям-героиням. То, что у нас в республике реализуется уже достаточно давно, с 2017 года. Социальная реклама, большое внимание уделяется созданию именно социальной рекламы, также по популяризации семейных, традиционных семейных ценностей, по поддержке семьи. Мы считаем, что все это, конечно, способствует тому, что отношение к семейному образу жизни, к семье, оно, конечно, у молодежи тоже улучшается, конечно. Ну, мы сегодня говорим не только про День матери, но и про День отца. Вот какие меры поддержки в республике именно отцов у нас существуют? Потому что, зачастую забывают у нас про папу. Ну, с этим я не могу согласиться. Все меры поддержки, которые получает Они распространяются мама, на да, конечно, они распространяются на отца. Ну, в той ситуации, когда главой семьи остается папа, все меры поддержки, они распространяются. Мгм. То есть все те, которые может получить сегодня мать, те же получают Да, отец. конечно, Как- конечно. Здесь равные права у всех. Мгм. Но так же было не всегда, насколько я знаю. Ну да, в одно время там такая норма, как бы, скажем так, упускалась относительно того, что отец имеет право, значит, просто ее туда внесли, и по материнскому капиталу в частности. То есть сейчас таких проблем нету. Мгм. Тогда я предлагаю дальше поговорить про тему отцовства. В августе этого года провели первые республиканские соревнования «Отец года». 19 команд, 11 районов, более чем обширная география, обширный список участников. Вот как прошли соревнования и планируется ли проведение еще в следующем году? Да, действительно, вот в текущем году впервые у нас прошел конкурс «Отец года». Он был проведен на базе Табагинского мыса в городе Якутске. Вы правильно отметили количество команд и те районы, которые приняли участие. Это было у нас 22-23 августа. Очень позитивное такое активное мероприятие было проведено, и, естественно, оно будет у нас уже теперь ежегодным. Потому что все-таки роль отца в семье, она не намного меньше, чем мамы, да, то есть, а может быть, даже в каких-то случаях с точки зрения мужской силы она намного выше, поэтому этот конкурс у нас будет ежегодным. Конечно, он направлен прежде всего на повышение роли отца в семье, как человека, который стоит у основания жизнеобеспечения семьи. Мама, конечно, хранительница очага. Ну, немножко расскажу о конкурсе. Да, в конкурсе принимали участие отцы с детьми, возраст которых с 11 до 14 лет.
Концепция мероприятия была разработана Лигой отцов. Это наш активный организатор, который принимал участие. Ну, очень тесно мы взаимодействуем с этой общественной организацией. Непосредственно организатором было Министерство труда и наше подведомственное учреждение, ресурсный центр социальной защиты «Победа». Наши коллеги органов власти тоже принимали участие. Это Министерство спорта и физической культуры, это Министерство образования, Министерство здравоохранения. Было подготовлено 7 этапов участия в этом конкурсе. Это спортивное ориентирование, лабиринт и кросс-выбор, лучший бивуак, туристическая полоса, интеллектуальный этап, визитка и прохождение полосы веревочного парка. Ну, мы считаем, что мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Сами участники команды отметили, что такой боевой дух, единый боевой дух, общение, песни под гитары, конечно, это все сплачивает. Многие познакомились, нашли новых друзей, и дети, и их родители, их отцы. Поэтому это мероприятие, конечно, будет у нас ежегодно. Ну, самое главное, это и физическое развитие соревнований, я так понимаю, заключали в Конечно, себе. это проверка своих сил, своих возможностей, как у отца, так и у ребенка. Принимали участие и мальчики, и девочки, и, в общем-то, достойно между собой все соревновались. И самое главное, воспитание духовно-нравственных ценностей, Конечно, как в да, родителях, да. так и в детях. Те, которые Конечно, это смотрят. безусловно. Елена Юрьевна, какие мероприятия будут проводиться в рамках месячника вот ко Дню матери и ко Дню отца? Да, ежегодно планы по проведению мероприятий, которые приурочены к Году матери и Году отца, значит, они у нас утверждаются. Активное участие принимают все органы исполнительной власти, муниципальное образование. Мы стараемся подключать всех, все предприятия формы собственности, которые, ну, мы считаем, что все они должны участвовать в этих праздниках. Конечно, есть мероприятия, которые приурочены к Году труда, который объявлен у нас в республике, к Году наставника и педагога в Российской Федерации. Конечно, основная аудитория – это у нас школьники и дошкольники. Это различные мероприятия, которые в рамках классных часов, разговоров о важных. Это фотоконкурсы, различные конкурсы поделок, рисунков, стихотворений и так далее. То есть основные мероприятия, конечно, у нас будут проводиться именно в образовательных организациях. Ну, и я так понимаю, большое число будет семейных праздников, где и мамы, и папы, и думаю, Конечно, вся все эти семья праздники, да, конечно. может собраться вместе и отпраздновать два этих замечательных праздника вместе. Да, безусловно. Елена Юрьевна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо, всего доброго. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.